4. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в художественной мастерской. В гостях у отличника культуры Республики Саха-Якутия, у члена Союза художников России, у Ирины Афанасьевны Микмяновой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Спасибо большое. Действительно, здесь у вас не просто мастерская, мне кажется, здесь просто вот некий практически музей ваших работ. И для вас, наверное, как для художника, это, наверное, такое святое место. Да, в этой мастерской я уже очень-очень много лет, и мы к ней просто привыкли. Это наш второй дом. Ну, я бы хотела, конечно, передать вот все свои эмоции, да, которые я сейчас испытываю, находясь у вас в гостях. Но сколько лет вы здесь уже? Ой, я уже не помню, ну лет 20, наверное, точно. 20 лет, да. Обратите внимание, дорогие друзья, что здесь, прям, знаете, все рассчитано, да, по кабинетам. То есть мастерская номер 5, мастерская номер 4 и так далее, да. То есть да. У вас тут много художников. Эти мастерские уникальные. Это здание построили специально для художников в 1964 году. И здесь сейчас находится 18 мастерских художников. Вот так. То есть это прям уникальное такое место, кладезь искусства республики. Здесь корифеи творили, Осипов, Монхалов, Сивцев. Это вот имена, которые прославили якутское искусство. И я очень горжусь, что я в мастерской Сивцева. Вот так вот, да, хорошо. Но сегодня мы к вам пришли, конечно, для того, чтобы узнать, либо, знаете, познать азы интересного вида искусства, наверное, да, это тоже. Это киригами. Дорогие друзья, вот в руках у меня находится вот такой медвежонок с рыбкой в руках. Хочу, чтобы вы понимали, это не оригами, это киригами. Давайте немножечко объясним нашим телезрителям, в чем же разница. Оригами складывается без резки, а здесь бумага режется. И этот вид искусства придумали совершенно недавно, где-то 80-е годы прошлого века, придумал художник и архитектор. Не помню, как ее зовут, но Википедия вам в помощь. И я самостоятельно изобрела этот вид искусства. Когда у меня была выставка в музее Арктики и Антарктики, я сначала начала вырезать оленей, а потом к ним добавились медведи, песцы, пингвины и другие животные. Ну, то есть ни с того ни с сего привезли вы свои работы вот, да, такого изобразительного искусства, да? А как вдруг на бумагу-то перешли? Ну, я каждому ребенку, который приходил, делала маленький подарочек. И это был олененок северный. Мы немножко позже к этому вернемся, и я научу вас его делать тоже. То есть это было в далеком или не очень далеком? Это было 3 года назад. 3 года назад. То есть, смотрите, мы знаем, что, в принципе, киригами это достаточно такое известное искусство, но именно вот такие, да, медвежата, вот оленята, то есть такой небольшой... Да, это мое ноу-хау. Да, это ваше ноу-хау, и поэтому друзья называют это как? Иригами. Иригами, то есть букву... От моего имени. Да, Ирина Иригами. Все логично. И сейчас это такой некий ваш, практически, можно сказать, бренд. Да, очень рада, что он распространяется по миру, распространяется бесплатно. На моих выставках бывают очень много людей, которые увезли это в другие страны, на Кипр, в Америку, и в Китай, и очень-очень много интересных совершенно знакомств. И случилось у меня на выставках. Да. Да. То есть, вот вы, значит, сидите, нарисовали картину, да, вдруг у вас под рукой появилась листочек А4, и вы думаете, а почему бы не придумать медвежонка, да? И вот так вот просто по какому-то... Все началось с оленя. Показать? Да, покажите, как началось. Так, мы возьмем ножницы, возьмем листочек бумаги сначала и начнем с того, что мы отогнем 5 сантиметров приблизительно. Вот здесь у меня 4 пальца, да? Чуть больше можно, чуть меньше. Но нужно обратить на то, что бумага у нас тоненькая, поэтому слишком много не нужно отгибать. Я отрезаю. Медведь в обморок упал. Так, минутку, сейчас поставим его здесь вот. С уважением к этому зверю. Так, отрезаем. Так, мы сначала отрезали маленький кусочек. И у нас получилась вот такая книжечка. Получилось. Там, где согнуто, где переплет этой книжечки,
у нас будет спина. Здесь у нас получится сразу два оленя. Мы вот так вот еще сгибаем. Мне кажется, сейчас многие мамочки уже сидят, запоминают эту технику и вечером уже со своими детьми, так сказать, попробуют. Собираемся вырезать теперь, но еще раз проверили, где у нас сгиб. Сгиб у нас С должен этой быть стороны. вверху. И начинаем. Сначала мы делаем мордочку оленю. Это как? Примерно вот столечка. Она по Сантиметра 2. Да, вот Она так. расширяется. Немножко мордочка расширяется, конечно. Дальше вырезаю ушко. Ушко как маленький листочек. Вот так вот. Я подожду. Очень вы как-то виртуозно. Вот так. Давайте. Так, подождите. Пошел носик. Носик так. Раз. Быстренько. Мы же когда снежинку вырезаем, не задумываемся особо. Подождите, у вас мордочка сюда чуть-чуть вышла. Ушло на ушко. Ушко теперь. Ушко как листочек Очень двумя. странное ушко. Ну, Ну ничего да страшного. ладно. Так, Хорошо. у моего Это будет оленя. авторское ушко. Да, хорошо. Ушко завершилось. Дальше. А дальше очень просто. Мы берем вот так вот и вырезаем. Это одна нога, а это вторая. Пузика и вторая нога. Все, готово. Бог ты мой. Так, Вот так. одна нога. Уходим на пузико. Все гениально просто, вы хотите сказать, Совершенно верно. да? Так. И у нас получился такой маленький теленочек. Очень важный момент. Всю бумагу вот эту нужно выбросить. А иначе? А иначе у нас будет много очень льдинок. Кстати, из них льдинки можно делать тоже. Посмотрите, Немножко можно оставить для Посмотрите внимательно, какой За- получился олень худощавый у меня. Худощавый, да. Истощенный олень у меня. Но почему-то у вас он такой полненький. Ну да Ну, ладно, ну, ничего это страшного. авторская работа, да. Так, теперь мы берем, сгибаем еще одну бумажечку. И нам нужно вырезать рожки. То же самое Красоты мы, нет, то есть у нас нет красоты пока еще, то да? же самое мы делаем вот так вот. Книжечку такую маленькую, небольшую. Мгм. И в 2 раза складываем. Рожки у нас не будут так много занимать, поэтому я вот отрезаю и начинаю уже вырезать. Рожки у нас из чего состоят? Из 2 веточек. Одна веточка ближе к хвосту, другая ближе к носу. И от разных оленей у них разные рога бывают. Вот у моего соседа, который из кости вырезает здесь по соседству в мастерской Федора Ивановича, очень много рогов всяких разных в мастерской. Я у него смотрела. Ну, поэтому у вас Так так за красиво. секунду рога и появились. А я, например, ничего даже не уловила. Так, А у некоторых жителей рога раньше висели в доме, и они выглядели вот так. Мгм. Вот примерно. Можно взять карандашик, обвести это. Да. Проще так, действительно, в моем случае Мгм. проще так. Так, а я вот в эту книжечку, да, вот так вот делаю. Нет, вот мы сейчас одеваем. Там, где сгиб, Да, должен быть сгиб. Вот так. вот так вот. Мгм. То есть тут мы обводим. А и обводим. Да. Ну, Сначала а- можно обвести, но снежинки же мы вырезаем интуитивно. Да. Как мы снежинки вырезаем? Складываем бумагу 4 раза или 8 и начинаем просто отрезать лишнее. То есть те самые снежинки, это и есть киригами? Своего рода, да. Так, а у вас просто вот авторство ваше заключается в том, что вы это все перевели на такой некий северный лад, да? То есть- Я делала мастер-класс в музее Дарвина. И там дети просто шли. Это был День защиты детей. Мы там вырезали северных животных из бумаги. У меня тоже фото есть, я вам потом покажу. Вот такой вот олень получился. Здесь у него еще получается очень интересная вещь. Вот одного я здесь поставлю, а второй, да, я подожду вас. И когда мы будем вставлять рожки, я покажу, как это делается. То есть у него обязательно должны вот эти все его части вставляться друг в друга? Это обязательное правило или нет? Нет. То есть такой 3D-эффект Оленю нужны рога. Просто нужны рога. Вот без рог он никак. Кстати, это единственный вид, где и у самок, и у самцов рога есть. Вот я вашего немножко подправила, да? Он получился такой вот маленький, но удаленький. Вот здесь вот нужно прорезать вот так. Ну куда рога Под вставляются? 45 градусов небольшой делаем надрез, приблизительно полсантиметра.
Мои И рога. рога вставляем. Вот так вот наклоняем голову ему. Смотрите. Мгм. Опа! Оба. Готов. Все. Так, второму, пожалуйста. А, вот Так, всё. вы ему ножки можете покороче слегка сделать, чтобы он был такой стильный. То есть стиль тоже должен быть, а то у меня какой-то... Посмотрите, рога какие шикарные получились. Да, замечательный, Так, Даша, олень у да, вас. да. У Мгм. меня он такой худощавый, но с большим таким достоянием своим, огромнейшим. То есть и вот так, значит, вы так Мгм. для себя Еще раз открыли. наклоняем голову и Наклоняем. вставляем рожки. Да. Да, вот такого оленя придумала я, и меня очень потом обрадовало, что он появился на хлебобулочных изделиях как это, Выборгского комбината, да, Да вы Выборгского комбината. То есть- Вот точно такой же олень. Прям есть замечательно. Плагиат, не обиделись на них? Нет, это не плагиат, это народное искусство. Я очень горжусь. То есть можно Обычно говорить. авторы, которые... Давайте хвост ему поменьше сделаем. Обычно авторы, чьи песни называют народными, они же очень гордятся. И мои изделия тоже пошли в народ, я очень рада. Дальше можно поставить их вот так, напротив друг друга, и начать диалог. Вот что-то рога перевешивают слегка. Да. Начать диалог. Можно сделать гирлянды на Новый год, можно сделать елочные игрушки, вот такие вот буквально замечательные. Несколько движений ножницами сделают вас небольшими волшебниками. Хорошо, вот так вот, да. Вот а у меня уже возник личный вопрос. Вот, Ирина, вы все-таки стали художником или вы уже родились, и у вас уже в крови было вот это вот направление такого творчества? Как? Я помню, в детстве, когда было мне лет 10, я озаботилась проблемами образования вот в нашей школе конкретно. В 10 лет Да, задумались об этом. мне подумалось тогда, я, наверное, стану учителем рисования и буду преподавать. Определились Так оно уже, и да? случилось, Так оно и да. случилось. А получали образование где? Я сначала училась в художественном училище. Мой первый преподаватель – это Галина Александровна Шелковникова. А потом в училище меня учил Петр Альбертович Лас. А когда я приехала во Владивосток, наш профессор – это Сергей Андреевич Литвинов. Все эти люди, они просто неизгладимый след оставили в моей судьбе, и я им очень благодарна. То есть вот так появилась, да, наша Ирина как художник. Да. Но сегодня вас знают многие, да, любители искусства в республике, ценители искусства, да. Вот, а вы могли бы назвать свою главную работу вот всей своей жизни, ну, на данный момент? Вот бывает такое вообще у художников профессиональных, вот это моя главная работа? К сожалению, у меня в нашем музее около 6 или 7 работ всего находится. Сейчас закупки, к сожалению, не проводятся так активно. И вот одна из работ, которую купил Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, это птица. Вон там, Есть она тут? голубенькая. Да. А, вот мы видим Красивенькая распечатанное такая, видео. да. У меня есть афиша, я на выставке ее поставила главной работой, и она у меня вот Дорога вам, да, особенно. очень дорога. Но сейчас, к сожалению, музей на выставке не выдает картины, они их сохранят в запасниках, и ну, она там вот хранится Вы для знаете, будущих поколений. А я вот пока я разговаривала с Ириной, обратила внимание, что у вас очень интересно заточены карандаши, то есть не с помощью точилки. Это вот такой профессиональный, да, навык или как? Давайте покажем, как правильно это делать. Вот этот карандаш я как раз оставила не поточенным, это у моих учеников карандаш. И когда мы рисуем, мы держим карандаш 3 способами. В одной из английских книжек написано 2, но у нас 3. Так, давайте покажем. Первый способ это у нас. Уберем Как вашего наших- оленя зовут? Даже не знаю. Ну, придумайте имя. Так, хорошо, ладно. Так, первый способ это когда мы держим карандаш как в школе, вот так. Видите? Второй способ держим его на пальчике, На мизинчике, да? на мизинчике. Мгм. И третий способ мы держим его как птичку за хвост и делаем так. Видите, он у меня не рисует. Почему он у меня не рисует? Потому что здесь вот эта юбочка такая, она мешает карандашу прикасаться к бумаге. И вот для того, чтобы ее не было, нам нужно взять канцелярский нож и поточить карандаш. Мы 4 пальчиками держим карандаш, вот таким вот образом. А 5-й пальчик у нас выпихивает
нож. Хорошо видно? Да. Мгм. И вот я начинаю потихонечку, медленно выпихивать ножик, видите, вот так. И снимать вот эту вот юбочку, которая мешает карандашу прикоснуться к бумаге. Нам нужно убрать здесь 2 сантиметра. Вот тут вот до грифеля, до кончика грифеля. Высота, да, вот эта должна быть? Высота должна быть 2 сантиметра. А здесь у нас грифель может быть 7 миллиметров. Ну, каждый художник, он затачивает карандаш, как ему хочется. Некоторые любят лопаточкой, некоторые совершенно остренький. Такой кончик должен быть. Вот если мы контролируем этот процесс при помощи большого пальца, то это проходит гораздо лучше. Конечно, раньше таких ножей не было, мы скальпелями точили. У меня здесь вот на память шрам остался, обучению художественного училища. Ну, научились потом, в конце концов. Даже тупыми карандашами, то есть тупыми ножами научились точить карандаши. И мы сейчас можем сделать небольшой узорчик этим карандашом нашим зверям. Хорошо? Давайте. Так, вот, уже лучше. Ювелирная работа, дорогие друзья. Я просто смотрю и вот, ну, никогда бы не подумала, что заточка карандаша обыкновенного должна проходить как-то по каким-то определенным правилам, канонам. Но оказывается, у настоящего художника все должно быть под контролем, да? Все книги начинаются с того, как приклеивать бумагу и точить карандаши. Все книги Вот по так. рисованию. Вот так. Запоминаем. Так, берем бумажечку такую, да? Мгм. Чтобы здесь не слишком было. Берем своего оленя. Я сейчас вам дам еще один карандашик. Мгм. И начинаем делать здесь узорчик такой. Вообще белый олень это к счастью. Можно его оставить белым. И это очень хорошо для гирлянды будет, для игрушек. Но можно его еще украсить северными узорами. Северные узоры у нас очень простые. Они бывают у нас геометрические, и они у нас бывают растительные. Вот у меня здесь простой геометрический узор. Вот это я смогу сделать, да. Очень хорошо. То есть, К тому же это еще и маленький лайфхак для учителей правописания. Да, можно сделать полосочки и там рисовать черточки, кружочки, и это будет такие вот веселые прописи. мгм. Вы так завораживающе рассказываете, как будто, вы знаете, некие сказки такие, да? Это у вас приобретенный такой навык, да? То есть вы проводите мастер-классы вот так всегда? Или вы и в жизни вот вся такая вот какая-то... Сказочная. Да, сказочная. Да, вот, я, необычайно наверное, сказочная. сказочная. Мне говорят, что у меня талант педагога. Да, да. Мне кажется, ну, вас очень сложно не понять. Причем от мала до велика бы вы вас поняли. И дети, и взрослые. И как-то, знаете, хочется творить, находясь с вами. Человеку, который даже никак не относится к творчеству. С другой стороны, тоже нужно сделать такой же узорчик, тогда будет лучше. Так, хорошо. То есть у нас могут быть в вашем киригами, иригами, олени, медведи, да? Еще кого вы сказали сделали? Ну, там много животных. Самый замечательный у меня был зверь. Это вот когда я в Дарвиновском музее делала мастер-класс для москвичей. Пришел один мальчик и сказал: а вырежите мне пещерного медведя, пожалуйста. Именно И пещерного. да, и еще саблезубого тигра. И как? У вас не возникает вопросов, вот как при сложенном листочке сделать того самого... Включается какой-то механизм Тигра. творчества, да. Ну, я, конечно, должна сначала посмотреть на этого тигра, посмотреть, как он устроен. Давайте с вами сейчас стерха вырежем. Время нам позволяет еще? Да. Хотите? Мне кажется, для меня это что-то практически невозможное. Я даже вот просто представить его нарисованным здесь не смогу, понимаете? Вот, то есть настолько у человека немножко вот нет вот того самого Я думаю, что творческого мы все подхода. талантливы. Нас вот, когда мы учились преподавать, нам говорили: дети талантливы все. Все, да? Просто нужно это понять. И немножечко по-другому, может быть, с ним работать, чем с другими. И все получится. И прежде всего, конечно, нужно говорить, что все получится. И тогда оно получится действительно. В смысле материальный, да? Так, подождите, не успеваю. Так, уже есть, я так понимаю, Первый этап. так, тоненький носик. Тоненький носик.
чуть-чуть расширили На гуся мордашку Надо вот посмотреть, как он выглядит. Сначала на фотографию надо посмотреть. и вывести на Че- шею. Да, прежде чем кого-либо делать, я очень изучаю этот вопрос. Можно посмотреть на чучелки или можно посмотреть на фотографии и понять. Вот часто у нас изображают стерхов, а фотографии ставят китайского журавля. Я не биолог, но я понимаю разницу между стерхами и китайскими журавлями. Отлично. На гусика похож немножко, да, пока? Да. Ну хорошо. Вот здесь вот мы ему такие вот 5 пальцев вырезаем. Вот у него такие огромные 5 перьев торчат. Ну-ка. Так вот. Разного размера? Ну, нет, ну как рука вот. Вообще вот рука так устроена у птичек. Нет, ну там, получается, первый подлиннее, покороче. Ну, там неважно. Можно так сделать. Это же у нас стилизованная птичка. Не Ну настоящая. здесь можно полет Да, фантазии можно включить. фантазировать немножко. Ну, конечно, хорошо посмотреть, как они выглядят в натуре. Настоящие. В природе. Вот у меня, по-моему, получился немножко стерх, похожий на гуся, но, в принципе, что-то такое. Вот. Крылья надо подлиннее сделать. Ага. Так, подождите. Так, а где карандашик у меня? Все. Так, Творческий у меня, знаете, тут кризис? кризис наступил. Почему? Так. Все хорошо. Мы выводили Так. с носика, дорогие друзья. Так, а где карандаш? Давайте я С вам помогу носика. немножко. А я сейчас вот примерно Можно, так можно прикину. там, да, вот так вот карандашиком. Так, хотя бы У примерную него волну. хвост есть и ноги еще. Так, ну, а вот, значит, можно крыло завернуть как-нибудь туда, отсюда вывернуть и сделать еще какой-то хвостик, да, ему. Ну, вот это да. Кто бы мог подумать. Очень увлекательное занятие. Всем рекомендую. Да, да, да. Вот еще бы понять это все дело. Одно дело, когда у тебя лежит это вот перед лицом, да, а вот наши телезрители, я думаю, будут выводить своего стерха очень долго. Так, внимание. Та-дам! Тадан. Что-то у него какой-то странный хвост. Но мне Ну кажется, ничего страшного, можно потом причесать этот хвост. У нас, видите, вот мастерство парикмахерского искусства, стрижем хвосты стерха. да. Так, здесь вот у него такое должно быть, вот эти вот крылышки должны быть черными, вот эти концы крылышков, вот так. Вот есть- это стерх, вот таким вот, раз, два, вот так. То есть, Вот такие крылья у стерха. мгм. А все остальное абсолютно белое. А вот эти черные хвосты это у китайских журавлей. Биологи подтвердят. Да? А этот факт нельзя никак, знаете, Игнорировать? да, игнорировать. Это Не, обязательно. ну, можно чисто белым его оставить. Это же вот очень символично. Стерх, белая птица, птица счастья. Кто их увидел, тот будет вечно счастлив. Вот так. То есть опять с таким завораживающим, знаете, голосом вы говорите, что охотно верю в это во все, прям вот даже без какого-либо сомнения. Из обрезков бумаги можно сделать льдинки. Это что такое? Льдинки? Ну, льдинки это из А, льда. льдинки. Да, да. А я уж подумала, птицы какие-то. Нет, льдинки вот так вот. И подложить под медведя. Вот такие вот. То есть можно целое театрализованное представление устроить о Совершенно себе. верно. Я вот поговорила с одним молодым человеком, который работал тоже раньше у нас в школе. Вот, и мы уже придумали было сделать такой мультик. Мгм. Но это очень много времени нужно для этого, и поэтому вот можно передвигать эти фигурки, пошагово фотографировать и сделать мультик шикарный, вот такой вот, с такими животными. У меня еще есть там очень много всяких животных в Идеи, запасе. идеи. Но все сразу мы сегодня не будем Да, то есть, делать. а вот вы остановились уже на вот именно подборе этих образов? Или просто иногда сидите и думаете, а почему бы не сделать это? Почему бы не сделать? Тут же на бумагу. Тигр мне не приходил в голову. Нет если еще? если нет. Но все северные животные, они вот очень вдохновляют. Розовая чайка, тюлени, моржи. Все это вот в моем арсенале есть. Все, вообще просто, знаете, ну, то, что я поражена, это не сказать ничего. Я вот почему-то до того, как приехала к вам, я думала, ну, повырезаем из бумаги, ну и повырезаем, да. Ну, что там удивительного? Ну, то, как вы это рассказываете, то, как вы туда вкладываете душу, и это, конечно, дорогого стоит. На такой мастер-класс я бы с удовольствием привела своего ребенка, как минимум для того, чтобы он все-таки
немножечко окунулся в этот мир, потому что здесь некое волшебство. Ну вот, Такие мастер-классы мы делаем в галерее Союза художников. Она называется «Сетим». то есть проводите такое. Да. Да. Дорогие друзья, если вдруг решите попробовать себя в этом виде искусства, пожалуйста, приходите, пробуйте, почему бы нет. Можно меня найти. Я в соцсетях есть. Очень активная, наверное, да, в соцсетях. Ну а лично Обычно вы нет. сейчас над чем? Вот вы работаете все-таки над такими личными, да, моментами, над своими картинами, или все-таки преподаете где-то? Вот кому посчастливилось работать с вами Я сегодня? преподаю сейчас в Международной арктической школе, и у меня там кружок арт-студия. Наши ученики вот зарегистрировались недавно на на российский диктант. В международной выставке мы участвовали вот в Корее недавно. И я считаю, что да, им очень повезло со мной. Вот так вот, да? Хорошо. А есть ли какая-то мечта? Вот у Ирины Афанасьевны мечта отличника культуры республики, мечта члена Союза художников России. Есть? Хотите, может, что-то создать? Может Ну, быть? я как могу только как участница конкурса красоты желать мир во всем мире. Все очень Всем, просто и да, лаконично. Всем счастья и мира. Вот на такой замечательной ноте мы благодарим Ирину Афанасьевну за то, что окунула нас в этот мир киригами. Действительно очень интересное, такое увлекательное, даже немножечко, как мы говорим частенько в наших мастер-классах, какое-то медитативное, да, вот такое увлечение, хобби, возможно, да, действительно как-то успокаивает, вдохновляет, окрыляет, как эта птица стерх, да. Мы полетаем. Да, хочется еще резать, 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 творить и творить и творить. Ну, а здесь, я думаю, фантазии нет предела. Да. Главное понять вот эту технику, немножечко фантазии подключить, да, и, пожалуйста, за Можно вечер. вырезать кого Да, хочешь. кого хочешь. Целый театр северных животных можно вырезать за вечер. Вместе со своими близкими, правильно? Да. И Замечательно. поиграть, и пообщаться. Времяпрепровождение. И на такой замечательной ноте мы еще раз говорим вам спасибо большое. Желаем вам творческого вдохновения обязательно. Благодарных и талантливых учеников, воспитанников. Ну и, конечно, наверное, вот того самого народного признания. Без этого никак. Спасибо большое. Я очень рада.